Когда ты приходишь на поле сражений, склони свою голову скорбно и низко, отдай им достойную дань уважения, солдатам, что спят под литьем обелиска. Пускай имена их тебе не знакомы, но почесть они заслужили по праву, стояли здесь насмерть, и храбро, и честно, и вечный покой им, и вечная слава. Торжественный митинг, посвященный 80-й годовщине героического подвига воинов-якутян 19-й отдельной лыжной бригады, объявляется открытым. Слово предоставляется главе администрации Старорусского муниципального района Елене Леонидовне Комаровой. Дорогие якутяне, уважаемые рушане, в самых названиях наших народов слышится то тепло и та душевность, которая 80 лет назад навечно нас с вами объединила. Героический подвиг 19-й лыжной бригады вот на этой Ильменской земле, в нашем Старорусском крае, действительно стал подвигом и символом нашего единства, народности и державности. На протяжении многих лет в этом месте мы собираемся с вами в суровом феврале и всегда искренне ждем наших дорогих друзей, наших родных уже якутян. Сегодня вы приехали очень большой делегацией, и так символично, что в год 80-летия вас около 80 человек. Мы искренне благодарны вам за ту память, которую вы храните в своих селах о нашей старорусской земле. Поверьте, что с таким же теплом и преданностью, трепетом мы относимся к подвигу вашего народа. Мы как никогда сейчас понимаем, как важно объединяться и общей молитвой благодарить Бога за мирное небо над нашей с вами землей. Потому что те воины, которые защищают наши рубежи около границ Украины, спасают нас сегодня с вами от нацизма и фашизма. Дорогие друзья, пусть в этот год мы с вами, как и раньше, живем под мирным небом, под светлым солнцем. Мы недавно говорили, насколько нас согревает ваше тепло солнечной Якутии. И вот сегодня вы нам привезли солнце. Спасибо, что вы вместе с нами. Дай Бог нам всем сил, терпения пережить это непростое время. С праздником! Когда на поверке звучат имена, о вашем бессмертии звенит тишина, вас много тогда не вернулось домой, под русой, вступивших в последний свой бой. Навеки
Война связала далекую республику Саха-Якутия и нашу старорусскую землю. Память о подвиге воинов-якутян навсегда осталась в сердцах старорусцев. Слово предоставляется заместителю постоянного представительства Республики Саха-Якутия при президенте Российской Федерации Юрию Николаевичу Кравцову. Уважаемые участники торжественного митинга, дорогие рушане, дорогие мои земляки, сегодня мы вновь вспоминаем подвиг якутских стрелков, которые 80 лет назад начали то победное движение, которое, наверное, идет до сих пор на, как уже сказали, рубежах нашей страны, на границе с Украиной, в специальной военной операции. Тогда тоже такие же молодые якутские парни вышли защищать новгородскую землю, вышли защищать свою страну. И этот подвиг мы храним в своих сердцах и по сей день. Спасибо хочу сказать всем организаторам этих мероприятий, которые ежегодно мы проводим. Сегодня среди нас присутствуют те, кто 23 года назад открывали вот этот прекрасный обелиск. Сегодня среди нас есть инициаторы, которые этот праздник проводят, памятный день проводят каждый год. Это наши земляки, проживающие в Ленинградской области, в Санкт-Петербурге, в Подмосковье. Сегодня присутствуют здесь и наши земляки из Подмосковья. И, конечно же, наши якутяне, которые хранят добрую память наших воинов там, в далекой Якутии, где каждый год проводят мероприятия на улице Ильминская. И в каждом улусе есть клочок земли, который хранит эту память. Низкий вам поклон за то, что вы передаете эту память молодым нашим землякам. Сегодня прекрасно видеть, что наша молодежь, якутская молодежь, посещает эти места, знает об этих местах и несет эту память вперед. Спасибо вам, дорогие мои, с наступающим праздником. И разрешите мне поблагодарить от лица всех якутян и непосредственно от Министерства по внешним связям и делам народов Республики Саха-Якутия вручить благодарственное письмо нашему уважаемому Троеву Гаврилу Афанасьевичу. Гаврил Афанасьевич за вклад в развитие просвещения и сохранение самобытного культурного наследия народов Республики Саха-Якутия с памятным подарком. Это книга о столетии нашего постпредства. Спасибо вам. Разрешите поблагодарить Смыслова Дмитрия Ивановича за значительный вклад в сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне. Так, тогда прошу передать с памятным подарком. Так. Ронять не надо, да. Благодарность объявляется Яцко Сергею Николаевичу за значительный вклад в сохранение исторической памяти. Также прошу передать. Возьмите, коллеги, передадим. Уважаемые земляки, сегодня среди нас присутствует, как я уже сказал, один из инициаторов и людей, которые 23 года назад открывали этот прекрасный обелиск. Матвей Васильевич Мучин. Все его регалии я называть не буду. Скажу, что экс-поспред Республики Саха-Якутия, зампред Республики Саха-Якутия, поспред в Санкт-Петербурге. Матвей Васильевич, памятная книга о столетии поспредства. Разрешите вручить. Еще раз всех благодарю за ту память, которую вы храните и несете ее вперед. Спасибо.
Слово предоставляется главе Наговского сельского поселения Виктору Васильевичу Бучацкому. Здравствуйте, уважаемые участники митинга. Мы сегодня находимся здесь в канун трагической даты 23 февраля, день гибели якутских стрелков на озере Ильмень. Я хотел бы выразить огромную благодарность всем якутянам, которые принимают активное участие во всех мероприятиях, которые проводятся на территории Наговского сельского поселения. И в частности, вот мероприятия, посвященные Дню гибели 3-й и 19-х бригад лыжных. Что бы я хотел сказать? Этот год, 80-летие, этот год, 43-й год, он был годом, как у Высоцкого поется в песне «Наш комбат толкнулся от Урала», то бишь был приказ о наступлении. В 43-м году была прорвана блокада Ленинграда. В 43-м году Красная Армия победила и взяла в окружение в Сталинграде миллионную армию Паулюса. Недавно мы праздновали 70-летие, замерз, извините, это, вот, освобождения города Старая Русса. Вот. И вот сегодняшняя дата. Я хотел бы выразить огромную благодарность молодежи, которая еще раз принимает участие. И знаете, вот канун вот сегодняшней встречи меня поразило один звонок. Звонит женщина пожилого возраста, представилась бабушкой внучки с города Великий Новгород. Они однажды здесь побывали на экскурсии в Старой Руси, в частности в музее Северо-Западного фронта. И бабушка, ну, по всей видимости, как бы и участница, и видела вот горе войны. А внучка этого не видела, она исходила из того, что она увидела в музее, что там, и в частности, об якутских стрелках. И они очень хотели посетить вот сегодняшний митинг, но, к большому сожалению, и внучка, и бабушка заболели, и они обещались нам, что приедут 9 мая обязательно сюда на это захоронение и пошлют память погибших. И они написали, я говорю, ну вы хоть письмо напишите какое-нибудь о чем-то. И вот прислали письмо очень трогательное. И я хотел бы сегодня, вот Валентина, выйди, пожалуйста, чтобы она это письмо зачитала. Здравствуйте, уважаемые гости торжественной встречи памяти погибших 23 февраля 1943 года на Ильмень-озере. Я, Добрышева Алиса, ученица 8 класса школы номер 36 из Великого Новгорода, член юноармейского движения из отряда имени генерал-майора милиции Филимоненко. Когда я была в музее Северо-Западного фронта в Старой Руси, долго разглядывал бивень мамонта. Красивой вязью написана история якутского народа. Там и о исторических событиях 23 февраля 1943 года. Погибали наши защитники, расстрелянные фашистами в упор. Расколотые льдины накрывали воинов. Живые шли вперед, выполняя задания. Я часто смотрю на карту, которая висит на стене, отмечая продвижение таких же бесстрашных и мужественных участников специальной военной операции на Украине сегодня, как и в те февральские лютые дни 1943 года. Мне врезались в память слова Сергея Раца из поэмы об Ильмень-озере. Пусть солдат оплакивает ливни, бьются волны в грудь земли сырой. Братски, пригорюнившийся Ильмень с Леной, опечаленной сестрой. К сожалению, по обстоятельствам от меня независящим, не могу приехать в Устрику и вместе с вами поклониться нашему храброму народу. Надеюсь на встречу с вами, ребята, в майские дни и услышать от вас поэму о подвиге нашего народа на якутском языке. Послание достойное, да? Валентинович, передай, пожалуйста. Поэтому я вас хочу еще раз поздравить с праздником, пожелать вам мира, чтобы каждый день светило вот такое солнышко.
чтобы не было горя. Ну и с 23 февралем, с праздником вас. Спасибо. На земле старорусской деревья шумят, в небе птицы поют и алеют закаты, а в земле вечным сном наши воины спят, стражи русской земли, старые русы, солдаты. Они грудью стояли за Родину честь, за свободный полет нашей песни крылатой. Сколько вынесли вы, не измерить, не счесть, стражи русской земли, старые русы, солдаты. Слово предоставляется заместителю главы Олекминского района Республики Саха-Якутия по социальным вопросам Оксане Николаевне Савиновой. Добрый день, дорогие участники торжественного митинга, приуроченного 80-летию со дня битвы на озере Ильмень. Мне очень знаково сегодня принимать участие в таком торжественном мероприятии. С нашего Олекминского района принимала участие, но на сегодня те имена, которые благодаря нашим неравнодушным поисковикам известны где-то более 100 имен. В том списке участников Великой Отечественной войны на озере Ильмень в данном мемориальном комплексе есть имя моего прадедушки Габышев Иван Дмитриевич. Мой дедушка был работником НКВД, и в 1941 году он пошел на фронт добровольцем, принимал самое непосредственное участие, был ворошиловским стрелком, проходил обучение именно вот в лыжной бригаде. И буквально я наткнулась на данный мемориальный комплекс, когда посредством опубликовала данное мероприятие, приуроченное 9 мая. В социальных сетях распространили фотографии имен участников якутян. И я там только узнала о том, что мой прадедушка захоронен здесь. Со мной приехали мои земляки: Сорушева Саргалана Викторовна, Егорова Надежда Викторовна и Меликов Георгий. От имени жителей Олекминского района я хочу поблагодарить администрацию Старорусского района, посредством республики, то, что вот ежегодно проводите такие вот мероприятия знаковые для наших будущих потомков, чтобы они знали историю нашей Родины. Всех мужчин поздравляю с наступающим Днем Защитника. Желаю всем крепкого здоровья и мирного неба. Слово предоставляется постоянному представителю Республики Саха-Якутия в Санкт-Петербурге 2002 по 2007 год Матвею Васильевичу Мучину. Дорогие друзья, мне символично сегодня находиться здесь, на 80-летии гибели якутян на озере Ильмень. Потому что 23 года тому назад я, будучи заместителем председателя правительства Республики Саха-Якутия, открывал этот памятник по инициативе первого президента республики Михаила Ильича Николаева. Я привез очень большую делегацию. Там человек почти 50 было. Артисты, деятели науки, культуры, ветераны войны и труда. Надо сказать о том, что вообще подвиг наших якутян 80 лет тому назад был в забвении. И только благодаря якутскому ученому
Петрову Дмитрию Дмитриевичу. Он занимался в архивных материалах и доказал все это руководство Старорусского района во главе с первым секретарем райкома партии Лоховым Ильей Ивановичем и председателем райисполкома Богдановым. И первый памятник был сооружен возле вот Московской трассы. Мы вот недавно туда проезжали и тоже возложили венок. Вы тоже утром, наши представители тоже наверняка там были. В 1968 году приезжала специальная делегация нашей республики во главе с председателем президиума Верховного Совета Якутской области Овчинниковой. И была обнародована эта трагедия, которая случилась 80 лет назад. Лично для меня эта трагедия тоже затронула, потому что из моей деревни здесь участвовали 7 человек. Между прочим, я из деревни, где родился первый из якутов, герой Советского Союза Федор Кузьмич Попов. А вот некоторые написаны здесь, записано на этом саркофаге, и там участвовали несколько человек, которые, в общем-то, потерялись, можно сказать. Утром 23 февраля 1943 года эта бригада войсковая получила задание перейти вот на этот берег. И случилась трагедия, потому что не успели до рассвета дойти до этого берега, и немецкие фашисты начали бомбить озеро Ильмень. И многие, 227 человек якутян погибли, 135 человек потерялись. За одно утро наша Якутия маленькая по населению потеряла около 400 своих ярких представителей. Всего в лыжной бригаде было 1712 русских, 597 якутов, 253 украинца, 95 татар и 60 белорусов и 200 человек различных других национальностей. Но они боролись за нашу судьбу, за нашу страну против гитлеровского полчища. А ведь Гитлер заграб всю Европу. Вот из Европы Германия заняла Францию за 44 дня, Польшу за 35 дней, Голландия за 19 дней, а Греция, Люксембург и другие государства за буквально считанные дни. И направила 22 июня 1941 года 190 дивизий против нашей страны, 3,5 миллиона солдат и офицеров, 4300 танков, более 5000 самолетов, более 4000 минометов и других орудий против советской страны. И благодаря мужеству, героизму советского народа все-таки в 1945 году была одержана победа. Желанная победа. И мы должны каждый год приходить сюда, чтобы передать нынешнему поколению дух, патриотизм, верность своей отчизне, родине наших ветеранов, которые когда-то воевали здесь. Вот этот памятник в 90-х годах. Я в 90-х годах здесь почти 300 с лишним лет приезжаю сюда, вот на Ильмень. И мы обнаружили, что самое лучшее место на берегу Ильмени было занято немецкими захватчиками. Вот рядышком ждут недалеко на самой хорошей березовой роще. Вот упомянуто поставим памятники немецким захватчикам, более 2000 офицерам и солдатам вермахта. И об этом узнал наш президент из далекой Якутии Михаил Николаев, человек масштабное видение, российское федеральное видение. Он по своей инициативе
как никто другой, как никакая другая область и республика нашей большой России, он поставил памятник матери первого космонавта Юрия Гагарина на Смоленщине. Он поставил памятник на Таинское кладбище великому мыслителю Алексею Алексеевичу Кулаковскому. Он поставил, обновил памятник на кладбище первого величайшего лингвиста нашей республики Семена Андреевича Новгородова и многое другое. И вот благодаря инициативе товарищей Неймохова Егора Петровича, народного писателя Республики Саха-Якутия, президента землячества Якутян в Санкт-Петербурге Гаврила Афанасьева, который вот здесь сидит, они написали письмо президенту, и президент построил вот этот саркофаг, вроде вот этот памятник. Это похоже на ураса, называется, летнее жилище якутов. В середине там саркофаг, где записаны фамилии тех, которые погибли 23 февраля 1943 года. А это подмостки, это не подмостки, не лесенки, а это волна озера Ильмен. Озеро Ильмен. Красивый памятник. Другого красивого памятника здесь на берегу Ильмена нет. В 90-х годах был один памятник на площади где-то 5-6, где стоял русский солдат. Русский солдат. Возле Коростыня. Знаете, вот Коростынь рядом здесь. И вот мы, когда я работал в Санкт-Петербурге, каждый год мы привозили студентов, учащихся, сотрудников, наших земляков, чтобы они дали должное памяти подвигам наших великих сынов и дочерей. Вот поэтому здесь, лично меня касается, инвалидность получил муж моей сестры здесь, на этом озере. Инвалидность получил тоже мой дальний родственник, бывший чемпион района по лыжам, второй призер первенства Республики Саха. По лыжам 40-го года Гаврил Филиппович Попов тоже получил инвалидность. И многие другие пропали без вести вот на этом лугу. Когда они переходили, разбомбили где-то 20-25 самолетов немецких захватчиков. Из пулемета не стреляют прямо солдат, которые бегали по льду. 10 лет был усыпан телами погибших воинов. Поэтому мы сегодня должны говорить о том, что мы всегда будем помнить их подвиг. Мы всегда только слушали и видели выступление президента нашей страны Владимира Владимировича Путина, который говорил, что идет очень жесткая военная, информационная, экономическая блокада нашей страны России. Но Россия никогда не поддастся. Россия никогда не проигрывала ни одну войну. И поэтому в этой войне мы тоже должны быть победителями. Ведь еще в 1945 году еще война не кончилась. А Лендарец, директор ЦРУ Америки, говорил, что окончится война, все как-то утрясется, строится. И мы бросим все, что имеем, все золото, всю материальную мощь на оболванивание и на одурачивание людей. Человеческий мозг, его сознание способны к изменению. И посеяв там хаос, мы не заметим подменим из ценности на фальшивые. И заставим эти фальшивые ценности верить. Мы не должны поддаваться этому. Мы должны всегда быть передовыми, в авангарде. Да здравствует победа, да здравствует наша Россия. Спасибо. К микрофону приглашаются Раиса Семеновна Долгунова, Семен Семенович Долгунов, Ульяна Михайловна Ефимова, Василий Семенович Лазарев, Николай Ильич Петров, потомки участников сражения. Лазарева Лазария Ильинична, Степанова Мария Ильинична, из Нюрбинского улуса.
Күнді bir döydü vaxtlarım. O zamanları olukta ödetler. Bu ağı hon ettiler. Bu köydeseriyle hem salıktıra, manna hıdallar korktıra, tığına ordanlar, değerlerin respublikalara varan adden Irak kehenile oluğu tutarga uluhanlık ülelen kıcaklarga deri olurum varan öldüktüre indihiga ağabıt bu on toksuz kayhar beygalet yerseriyle hem varan bu üretlini kömüskürge, onu ılarga seriyle höheden arayını olan Nemesler bilenlere hem varan sıvı bu hereydenen razvetçikleri bulan ondan kini tığına kalan öse Germaniya'a diye bu Polşa'ndan Estonya'dan çok var bu arka öttün keriyen Germaniya diyen arayını bulan onunla hılan aramtenen varan kıyını köşen ondan gördün ahtahıllahı doydun bulanların bu addamı kehemmet doydutun çocuklar tühererge kıhtahtık onunla demedahtık ülelerden onun onun bu tırnakta kaldıklar mannelende hıtatçılar kerestler bihige 20 minüte kinilerge kerestleri minüte bitin minüte bitin bir yakan Минута молчания. Manna oluqtaqtar bu memorialı gören işten bu kiniler kerestebillerger gören işten doğunlaqtık tutan olurur butugar bihigi 19 brigade çilletlerin oğulları min koluburu bilgin ağıvan saspıntı olan turabın min sette konukta oğur dakbine ağam bu kürge, kırgıhıga hıccıbıta nehiletiğinden oradan kontuzye ve onulan iki karahı vakfulu der olur buta. Onun bu kuvarat canlara, sergelere bu pahmetliği onunla bihige sakalar elbaq bağayı kihibit manna hıtarılan kuruk dağınımanlık ekspedisiyeler, delegasyalar kelam var yaktara onu kiniler bu manlık üçügeydik köşellerger bihige maktaldıkın biller yaktak bit. Maktal bollum barıktıgar, dorobay bollum, anı seri bol batın, kan toktu batın. Я дочь ветерана войны, педагога Ефимова Михаила Прокопьевича, который воевал здесь. С 3 братьями здесь воевали. Отец был радиотелеграфистом разведроты Первой ударной армии Северо-Западного фронта с братом Гаврилом Дмитриевичем Ефимовым. И братом Николай Никитьевич был пулеметчиком 21-й ОЛБ, отдельной лыжной бригады.
Они были, братья Гавриил и Михаил, мой отец, были, сражались в 20-й ОЛБ, отдельной лыжной бригады. Вот они сражались в озере Ильминском сражении. Мой отец был ранен реки Ловать и разной пулей, а брат Гавриил был ранен в ногу. Они пролили здесь много крови, и мой отец лечился в Агрыз, татарской ССР. Вот он всегда рассказывал, что много месяцев там лечился и потерял много крови, и там он благодаря многонациональной братьев Союзной Республики он получил крови и рассказывал, что я спрашивала, кто ты по национальности? Он всегда ответил, я интернационал. Вот он, учитель истории, всегда учил нас чтить память. Вот приехала из Якутии чтить память погибшим земляков с Черопчинского улуса, Ожелунского наследия. И здесь пали 6 наших: Григорьев Семен Дмитриевич, Игнатий Иван Прокопьевич, Колесов Егорий Иннокентьевич, Михайлов Николай Николаевич, Петров Илья Спиридонович и Чечегнаров Николай Петрович. Вот приехали мы чтить память, никто не забыт, ничто не забыто. Уважаемые друзья, я сам из Черопчинского района. Из Черопчинского района, как известно, по данным на сегодняшний день, здесь воевало 102 лыжника. Это с маленького района очень много людей оказалось, здесь воевали. Из моего наследия, болгурского наследия, участвовало в этих боях в одном сражении 14 человек, из них 11 пали на этом берегу, на этом озере. 11 человек. Из нашего наследия призвали 132 парня, из них, к сожалению, вернулось только 62, из них 11 человек пали здесь в одном бою. Это очень прискорбно, что очень много наших лыжников, по неуточненным данным, называется цифра 3000 якутян воевали на этом озере. Вот такие показатели, что из одной нации, маленькой якутской нации, воевали в одном месте, проливали кровь за победу. Мой дед Николай Спиридонович воевал в составе 20-й лыжной бригады, и после ранения он вернулся в 1944 году, а его родной брат Илья Спиридонович остался навеки здесь. Из 5 Петровых, которые призвались в войну, остался один, который вот лежит здесь, Илья Спиридонович. Поэтому мне посчастливилось приехать здесь, почтить память нашему дяде. И со мной приехал сын мой, ученик 9 класса 2 школы города Якутска. И вот у меня давно мечта была, что я посещу озеро Ильмень и почтю павшему нашему дяде. В честь его имени назвали моего отца, тоже Илья. Поэтому как бы с моей стороны, но нашей семьи, здесь мы тоже причастны и проливали кровь. Да будет мирное небо над нами, чтобы война, спецоперация быстро закончилась нашей победой. И спасибо местным старорусским рушанам, местным жителям, что постоянно поддерживаете, принимаете нас. Спасибо вам. Добрый день всем. Мы приехали из Мелбинского улуса. Тут лежит наш родной дядя, средний брат нашего отца, Степанов Дмитрий Федорович.
Мы про него узнали не сразу. Вот когда война прошла где-то 10 лет, мы тогда узнали, что в газете «Крым» напечатано было вот эти, наверное, поисковики потом нашли, да, или как тут, вот это список. А так, в конце войны, то, что он пропал без вести, такого повестки, как отец говорил, не приходило. А почему так, я даже не знаю. Ну, мы так волнуемся прямо на такой священной земле. Ну, я человек не молодой, и вот на старости лет с сестрой и с внуком. Вот, Искра. Клуб Искра проехали мы. Что еще сказать-то? Ну нет, родной брат, еще старший брат, он воевал в русско-японской войны и с войны вернулся в 1946 году. Так что в нашей семье 2 ветерана войны, и мы всегда вот это, когда... Нет, такой полк. Бессмертный. Бессмертный полк. Ну, правда, его этой фотографии-то у нас совсем нету. В то время-то, по-моему, трудно было. 40-е годы. Так что мы только о нем знаем из рассказа своего отца и своих родственников. Но все равно мы это держим, таблицу, с именем, с этими датами. Так что вам вот хочу благодарить, свою благодарность от своего имени, это от семьи нашей. Вот администрации вот этого поселка, и Людмила Ивановна тоже большой поклон. Они узнали, вот так Симофон Васильевич в тот раз, когда он вот в лицей приходил, рассказывал, фотографии показывал ему. Ну все, спасибо вам. Прошу. Спасибо вам большое. Займите, пожалуйста, свои места. К микрофону приглашается руководитель музея боевой славы имени Павлова Черопчинского района Республики Саха-Якутия Михаил Владимирович Дьячковский. Здравствуйте, уважаемые жители Старорусского района, дорогие мои земляки, все участники сегодняшнего торжественного памятного торжества. Мы приехали из Якутска. Я руководитель поискового отряда имени 19-й бригады. Мы этой осенью были на вахте здесь, на Старорусской земле. Нашли 2 воинов, подняли 2 воинов. Ну и с ребятами тоже вот мы проходили по местам боев. Ну, что сказать. Сегодня мы чтим память тех, которые в один день все погибли за нашу Родину. И этот день для них, этот бой стал первым и последним. Мы возобновили знамя 19-й, 20-й, 21-х лыжных бригад. Вот мы сегодня их привезли. 19-й, знамя 19-й бригады я и мои воспитанники вместе провели в 10 улусах, и об одном улусе сами они попросили, чтобы это знамя посетило. Ну, в общем, мы посетили все улусы, откуда воевали и откуда здесь погибли воины-якутяне. Вот знамя 19-й бригады завтра будет передано музею артиллерии и инженеров войск и связи в Санкт-Петербурге на вечное хранение. Сегодня мы хотим вручить благодарственное письмо от нашего руководителя Карпушевского юноармейского движения генерал-майора Дякова, главе Наговской администрации Бучацкому Виктору Васильевичу. Так,
Моркиной Нине Алексеевне. Нет ее, да? Перминовой Нине Алексеевне. Тоже нет, да? Яско Сергею Николаевичу. Нет его, да? Кто-то здесь может принять, потом передать? Да. И благодарственное письмо я особенно таким хочу подчеркнуть. Мы хотим вручить нашему дорогому Игорю Григорьевичу Туме за его помощь, за память, которую вот он ведет здесь среди своих ребят. Мы вместе с ним уже не первый год. Решите его поблагодарить и поздравить, пожелать всего доброго. Да, ну и в заключение, мы сегодня приехали вот с ребятами, ребята из нашего отряда 19-й бригада. И сегодня вот, то, что мы сегодня чтим память во всей республике, это благодаря тому, что вот наши старшее поколение, хоть они сегодня с нами их нету, но они оставили для нас такое наследие, и в их числе Иван Михайлович Павлов, чье имя носит наша школа и наш музей. Я сегодня хочу всем поблагодарить за то, что вы сегодня пришли, невзирая сегодняшнюю погоду, ну и такую даль. Ну, я немножко это волнение перепутал. Ну, все из практически все республики мы сегодня вот представляем нашей республикой. И от всех нас большая благодарность вот в лице главы Елены Леонидовны и главы Наговского поселения и всем тем, которые вот не только сегодня. А? Да, Валентина Ивановна, здесь, она здесь, да? Валентина Ивановна, пожалуйста, Валентина Ивановна, сегодня мы встретили вашего внука, как раз, да? Спасибо. Спасибо. Мы уже третий раз с вами встречаемся. Ну, пожелаем вам здоровья. Да, я знаю. Ну, всем здоровья, счастья и мирного неба. Слово предоставляется руководителю делегации Нюрбинского улуса Республики Саха-Якутия Варваре Валерьевне Абаюковой. Добрый вечер, дорогие участники торжественного юбилейного митинга в памяти воин-якутян. Одной из главных моих основных больных, можно сказать, тем стал с прошлого года тема Ильмень. И сегодня мы приехали с большой делегацией, 38 человек, делегация Нюрбинского улуса, которые действительно чтят память воин-якутян. Это лицеисты Нюрбинского технического лицея имени Чусовского. Это ученики Чукарской средней школы имени ученого-филолога Алексея Федоровича Алексеева, извините, пожалуйста. Среди нас присутствуют школьники из Марской средней школы Нюрбинского улуса. И я хочу перед всеми собравшимися гостями познакомить с героем Алексеем Охлопковым.
Алексей Охлопков. Это ученик 8 класса Марской средней школы, который во время лесных пожаров спас не только свою деревню, село Мар, но и ближайшие деревни Нюрбинского улуса, Тюмюкского наслега. С нами приехал человек, который тоже внес свой особенный вклад в сохранение памяти воин-якутян, Август Виссарионович Михайлов, который реставрировал в 2019 году коновязь серьга, который был поставлен в 1958 году воинами-якутянами, которые остались живы после ильминских сражений. Дорогие друзья, я очень взволнована и благодарна всем жителям местности Устрики и хочу поблагодарить и сказать слова благодарности всем жителям, которые круглогодично заботятся о территории, где покоятся наши воины-якутяне. Разрешите в связи с 80-летним победы в сражении на озере Ильмень Новгородской области и личный вклад в увековечение имен воинов-якутов, сражавшихся в 19-й лыжной бригаде, Кирилловой Ольге Федоровне, Мякошиной Нине Ивановне, Мазулиной Надежде Ивановне, Шигиной Клавдии Михайловне, Давыдовой Валентине, Давыдовой Валентине Яковлевне, Типцеву Андрею Ильичу, Рукомойниковой Нине Евгеньевне, Горбачеву Сергею Владимировичу, Алексеевой Анне Александровне, Нина Евгеньевна, ну, сейчас я еще зачитаю, да, потом. Алексеевой Анне Александровне, Чертковой Надежде Ивановне, Купцовой Елене Геннадьевне, а также нашим специалистам из постоянного представительства в Санкт-Петербурге, Константинову Станиславу Николаевичу, Петрову Евгению Михайловичу за оперативную организацию и тесное сотрудничество с творческим объединением «Северный колорит». Попову Игорю Михайловичу, Герасимовой Марии Иннокентьевне, Алексеевой Веронике Владиславовне, Поповой Виолетте Егоровне, Васильевой Сардане, Вадимовне, Лазаревой Розалии Ильиничне, Иннокентьевой Изабелле Константиновне, Степановой Марии Ильиничне, Михайлову Августу Виссарионовичу, Август, Любовь Марковне Михайловой, Сидоровой Татьяне Дмитриевне, Сивцеву Андрею Ильичу. Дорогие друзья, почему я вот зачитала при всех? Потому что каждый человек, который приехал из Нюрбинского улуса, они приехали за свой счет, чтобы чтить память воин-якутян, за что я благодарна и желаем всем здоровья, мира и благополучия. Слово предоставляется
писателю и журналисту Алексею Алексеевичу Амбросьеву. Здравствуйте, дорогие участники мероприятия, посвященного 80-летию трагедии на озере Ильмень. Но ввиду особых обстоятельств буду очень краток, и поэтому хочу выразить слова благодарности от имени и по поручению Союза писателей Республики Саха-Якутия, и поблагодарить и еще раз подчеркнуть, что именно в такие моменты у нас укрепляется связь поколений. Именно сейчас мы понимаем, насколько важны те тесные связи, которые держат, связывают скрепы нашей многонациональной Родины. Когда ты только слышишь, но ты не видишь своими глазами, что здесь происходило 80 лет назад, какая здесь была трагедия, ты не до конца понимаешь. И поэтому именно в такие моменты, мне кажется, важно присутствие наших творческих сил. Как меня, например, как писателя, который я специально приехал сюда, чтобы посмотреть и прочувствовать, и пронестись через свою душу, через свое сердце, и потом, приехав на родину, сказать, что я все это видел своими глазами, что я все это прочувствовал. Особая благодарность здесь руководителям местных администраций, районов и области за то, что вот они поддерживают такую тесную связь с нашими якутянами, которые с каждым годом, я думаю, что их будет больше и больше. Вот вы делаете действительно святую правду, святую истину. Огромное дело, потому что только, ведь говорил же поэт о том, что лицом к лицу большого не увидать, большое видится на расстоянии. И святой вам поклон за то, что вы так относитесь к нашим землякам. Слово предоставляется ученику 10 класса, командиру поискового отряда 19-я бригада Арсену Ивановичу Матвееву. Ну, я в Старой Руси именно на озере Ильмень второй раз. Первый раз я был здесь на раскопках, и нам по удаче удалось найти 2 бойцов. Мы еще распознали одного бойца, и он был русским. Я думаю, это очень важная и очень актуальная тема именно сейчас. Ведь без прошлого нету будущего. Мы строим наше будущее, зная, какую жертву подарили нам наши предки, которые воевали и проливали свою кровь за нас, чтобы мы жили мирно и под чистым небом. Слово предоставляется члену Общественного совета Постоянного представительства Республики Саха-Якутия при президенте Российской Федерации Владимиру Николаевичу Сантуеву. Здравствуйте, уважаемые земляки, все присутствующие на митинге. Я сегодня хотел сказать об одном, что проведенная поисковая работа установлена, что на территории Новогородской области документально подтверждено погибло 1363 человека. Из них только 392, по-моему, перезахоронены, если сверяться с записями. Из них 602 человека это погибшие на территории Старорусского района. Республика в свое время, она одна из первых, это кто из субъектов федерации, кто установил памятники военным якутянам, я имею в виду Ржев, Потаджевым, Финкина. В 1993 году был установлен мемориал военным якутянам.
В 2005 году там была реконструкция, там первоначально всего было 325, потом стало 527. И вот к 75-летию Победы в 2020 году цифра стала 1200 с лишним человек. То есть о чем речь идет? О том, что вот у нас, допустим, есть в Буреге памятники якутянам. Если мы там сможем написать вот эти 1363 имени, это будет большая память. Потому что со временем все теряется, документы теряются, не все знают, не, как бы узкий круг, может быть, не знает специалистов. В этом году Александр Школастников, работник Национального архива, вот буквально издал книгу, посвященную воинам-якутянам, которые воевали на территории Новгородской области, в том числе 19-й дивизии, которой он очень долго работал в архиве военном. Так что вот в этом году, в таком юбилейном году, выйдет эта книга. Она из серии участия якутян под Великой Отечественной войны в различных регионах. Ну, я сказал, 363 человека это погибшие, которые по документам, это немного меньше, чем погибло якутян на освобождении Украины. В Украине 1835 человек, столько. На Украине воевали в 1942 году, ходили и так далее, и так далее. А здесь за время операций 42 год, 43 погибло 1360 человек. Поэтому вот, как бы сейчас проводится работа, это следующая проведена работа, установлены списки погибших в Томской области, Смоленской области, Калужской области, Тульской области. В прошлом году тоже Якутское землячество в Москве установил мемориал. Там тоже тех, кто погиб в Тульской области, есть. Почему это нужно делать? Потому что, как правило, в документах указаны места, которые либо населенных пунктов уже нет, либо те воинские захоронения, которые были, в 50-х годах их объединяли, и при этом теряется фамилия. Это, я думаю, очень важно, потому что, собственно, мы представляем это поколение, кто, это наши родители, кто воевал еще, вот у меня отец воевал, да, то есть всех соседей, они были участники войны, мы их все видели живыми, с ними общались. А молодежь придет, она даже не будет знать, где кто это. Я хочу вас всех поздравить с наступающим Днем Защитника Отечества. В этом году этот праздник совпал с тем, что наши воины, мои коллеги, с кем я раньше начинал служить, сегодня находятся на переднем крае. Я хочу пожелать им всем здоровья и скорейшей победы. Спасибо за внимание. К микрофону приглашается Ксенофонт Васильевич Васильев, краевед. Дорогие рушане и мои земляки, за освобождение Старой Руссы воевало 3 якутских бригады. Это 19-я, 20-я и 21-я. 20-я и 21-я они воевали южнее Старой Руссы. А вот 19-й пришлось воевать здесь, севернее Старой Руссы. Бойцы, которые тонули в водах Ильменя, сложили свои головы на берегах этого озера. Они в свое время с честью выполнили свой долг, защитили нас от фашизма. Ныне опять поднимается нацизм. С территории моего наследия здесь покоится 6 человек, в числе которых мой родственник Савинов Николай Николаевич. Ровно столько же, 6 человек, сейчас воюет там, где свистят пули. Они, я думаю, пока живы, не пропустят врага. И дух патриотизма наших отцов вселилось в молодые сердца. Вот видите, стоят мои земляки, юные, когда придет час,
защищать свою родину. Они тоже будут с честью сражаться за свою родину. Спасибо за внимание. К микрофону приглашается доцент кафедры технических направлений подготовки Якутского института водного транспорта Сорошева Сарглана Викторовна. «23 февраля для Якутии это не только праздник, это день, когда маленькая по населению республика потеряла лучших своих сыновей, физически крепких парней, которые могли бы создать семьи, построить дома, продолжить свой род. И сегодня мы с вами собрались здесь, чтобы почтить память всех тех бойцов, которые, не щадя своей жизнью, в сплоченном многонациональном строю, храбро сражались и отстаивали свою советскую родину. От Алепинского района здесь побывало больше 100 человек, и я очень рада, что к этому причастна, что мы собираем все эти данные. И я очень горжусь, что нахожусь здесь, потому что на этом озере воевал мой родной дед Сорошев Александр Прокопьевич. И как автор проекта «Журавли памяти» я клянусь, что это дело я не оставлю, продолжу и буду этим заниматься очень долго. Спасибо. Для вас выступают поисковики отряда имени 19-й лыжной бригады. Здравствуй, легендой овеянный Ильмень, гордость и слава российской земли. Вновь повторяя с небес твое имя, клином плывут над тобой журавли. Как ты молодо выглядишь, Ильмень, словно волны не морщила боль. А давно берегами своими поднимал за отечество бой. На блокадном пайке Ленинграда под Москвой в партизанских лесах ты громил ненавистного гада. Ты огнем и железом в руках, а когда было синему, круто, с Енисея и с Лены, с тобой, братья русские, братья якуты, и вены сроднились с судьбой. Старый Ильмень, ты помнишь их, огневых, молодых, живых, их ночной боевой переход. Как трещал под ногами лед, как коварно яснел небосвод. Приближал зловещий восход. Внезапно налет, бомбы терзали лед. И хлестал, и сметал, и стонал, клокотал, ал от огня и от крови ран. Ты мой Ильмень, седой ветеран. Это был не восход, ад, ни вперед, ни назад. Жад, умирал, утопал брат, а над Леной рыдал снегопад. Земляки мои, братья мои, сколько вас полегло на льду, и живыми ушло в полыни к грозовом фронтовом году. Каждый свое вспоминал в этот вечер. Дальний, родимый Алас, мать и отца, чьи-то нежные плечи, губы, сияние глаз. Все до войны они мирными были, все сдружили бои, все они верой единой жили, верили в силы свои. Да, до победы они не дожили и возвратились домой, но врагам за подлость отомстили те, кто продолжил их бой. Мы им сегодня поклонимся низко, мы им возложим цветы, и мне покажется у обелиска, с нами стоишь рядом ты. Отрывок из поэмы «Улу Ильмень», священный Ильмень, автор Сергей Васильев Борчунский, читает Владимир Степанов, ученик 3 класса Чукарской средней школы Мюрбинского улуса.
Здравствуй, Ильмень, к вам я прилетел смятение полный, к вам принес отцов и матерей боль, тоску, поклон земли исконной, дорогой Якутии моей. Күләйүрі турбуда, айылға күйере, ол күн тута кәхтен күшпіде. Сериден тыл жеттен жеға, қарақ ута, аргыстақ киіпіде. Лықтың сәсәр кіра олаттар, чача салыр кішті ұр бұттара. Арыға, ұрақ, умайар көраттар. Вот таленнерин керер курдуктара. Андрей Первошаткин «Светлая память». Андрей Кривошапкин, народный писатель Якутии. Вечная память. Посвящается героическому сражению советских войск с гитлеровскими захватчиками у священного озера Ильмень и светлой памяти воинов-якутян. Здравствуй, легендой овеянный Ильмень, гордость и слава российской земли. Вновь повторяя с небес твое имя, клином плывут над тобой журавли. Здравствуй, священное озеро Ильмень, столько о встрече я этой мечтал. Я так благодарен Сергею Васильеву за то, что он нам о тебе рассказал. Издалека, из метельного края, белого снега и синего льда, строки поэмы его вспоминая, ехал я в старую Руссу сюда. Я сын Эвена, в морозы рожденный, среди тайги и могучих вершин, с русским народом навек породненный, общей душою силен и един. Нас на просторах студенных немало, крайнего севера истых сынов. Всем нам Россия отечеством стала, всех собрала под родительский кров. Чукчи, якуты, эвенки, эвены и юкагиры, древнейший народ, от Колымы, Алазеи до Лены, вместе шагаем из года мы в год. Не забываем мы, что с нами было, предков заветы стараясь беречь. Сотни веков наша русская жила свято хранит новгородскую речь. В памяти нашей великая сила, но бережем мы не только свою, помним о всех, кем гордится Россия, знаем великих героев ее. К Ильмени я из Якутска приехал, чтоб свою голову в память склонить, чтобы услышать военное эхо и всех погибших героев почтить. Чтобы с высот 21 века яркое солнце глаза ослепляет, не разглядеть берегов. Озеро Ильмень спокойно сияет между седых берегов. Даже следа незаметно от горя, прежний не слышен мотив. Будто безбрежное белое море спит, обо всем позабыв. Тишь и покой над снегами разлиты, спрятали иву беду. Но неужели те дни позабыты, с пляскою смерти на льду? Не позабыты, душа не утонет, благости сонных снегов. И потому она плачет и стонет между седых берегов. В том феврале, в тишине снегопада, 22 числа, с марша сибирская наша бригада прямо на Ильмень пошла. Шли в маскалатах якуты солдаты, было немало их здесь, крепко сжимая в руках автоматы, помня про долг и про честь. С самого крайнего севера дети снегов и пурги. Были посланцы Якутии эти, мирные люди тайги. Каждый мечтал о победе, конечно, о возвращении домой. Каждый надеялся в яростной сече быть защищенным судьбой. Рядом с якутами также мечтали русский, казах, белорус. Всех их Васильев не только восславил, ярко и звонко воспел.
Он обелиск самый первый поставить им Староруссия сумел. Ильмень, воспетый тобой, не забылся, сам подтвердить я могу. Новый теперь обелиск появился здесь, на крутом берегу. Ветви колышутся, словно знамена, мрамором плиты горят, и прописался на них поименно каждый погибший солдат. Мы им сегодня поклонимся низко, мы им возложим цветы. Я выхожу на задумчивый Ильмень, я прохожу по тропе, что Василий первым от Лены сюда проложил. Память об этом поэту награда, сплавить сумел он геройство с бедой. Ильмень священный, поэма баллада, светит с тех пор нам полярной звездой. О, молодцы! Слово предоставляется Троеву Гаврилу Афанасьевичу. Дорогие земляки, наши друзья, старые руссы, Борисовки, Устрики, я просто хочу сказать молодым, я тоже работал в архиве, где воевали наши земляки, ребятам было 22-24 года. Это где-то 80% всех, кто здесь воевал. По книге Илларионова Васильевича Васильева, в этом сражении 10 или только 15% участников были, которые до этого воевали. Все остальные наши земляки здесь первую и последнюю войну они сражались. Вот так. Мы благодарим главам Старорусской Елене Дмитриевне, Виктору Васильевичу, всем, извиняюсь, Леонидовна, всем нашим друзьям, которые вот здесь, когда 23 года тому назад было голое место, потом вот все это посадили, обстроили. Им особенно благодарность для нас Валентине Ивановне Пермиловой и супруге Ивана Петровича Пермилова. Еще раз спасибо вам, всем доброго здоровья и счастья. Их было 700 солдат из далекой Якутии. Основной костяк 19-й отдельной лыжной бригады, прибывшей на Северо-Западный фронт 15 февраля 1943 года. В метельную ночь на 23 февраля бойцы на лыжах совершили марш-бросок по озеру Ильмень. Бригада попала под сильный обстрел с береговых укреплений и воздуха, от которого негде было укрыться. Потери оказались огромными. В этих боях смертью храбрых пали более 200 воинов-якутян. Помянем всех погибших на войне, кто голову сложил в годину злую, но не отдал свою страну родную на поругание вражьей стороне. Неугасима память поколений, а тех, кого так свято чтим, давайте, люди, встанем на мгновение, и в скорби постоим, и помолчим. Объявляется минута молчания. Önce hayalinde. Başka yere de herhalde önce hayal. Стой! Раз, два, три, четыре,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Военно-патриотический клуб «Искра». Ирпинский технический лицей имени Александра Николаевича Часовского. Ирпинского района. Республика. Саха-Якутия. Гимн Нулат, Тохтон Нулат. Никто не забыт, ничто не забыто. Юрбалар, Барбике. Наша сила в единстве. Але, Бог, шагу, марш. Всем ушедшим от нас я хочу от живущих, от имени вас поклониться. Пусть услышат они, пусть узнают они и поймут нашу скорбь, нашу боль, нашу память о них. Прошу возложить цветы и венки к памятнику и могилам воинов, отдавших свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины.